Здравствуйте. Съемочная группа программы «Сардана» показывала все 5 предыдущих конкурсов красоты. Как вы помните, в разные годы победительницами становились Алена Алексеева, Ая Кириллина, Юлиана Деряхова, Евгения Корнилова и Маша Колодезникова. На мой взгляд, лишь однажды мнение жюри совпало с мнением зрителей, когда титул «Мисс Якутия» присуждался Маше Колодезниковой. Эта девушка буквально всех очаровала своей неподдельной красотой и обаянием. Кто же станет самой красивой девушкой в этом уходящем году? Об этом узнаем мы чуть позже. Итак, мы предлагаем вашему вниманию одно из самых зрелищных и долгожданных событий года – конкурс красоты «Мисс Якутия 2001». Соревнуются самые красивые и самые уверенные девушки нашей Северной Республики. Вы до этого участвовали в таких конкурсах? Да, я участвовала в конкурсе на вас и выиграла, и решила приехать сюда. Я тоже участвовала в конкурсе далеко и заняла титул «Мисс Фото» и тоже решила здесь. Насколько вы хорошо подготовились к этому конкурсу? Можете рассказать об этом? Мне кажется, что мы довольно готовы к этому конкурсу, что даже не волнуемся, не переживаем. Конкурс традиционно начался с выхода участниц в национальных костюмах. Но в отличие от предыдущих конкурсов, девушки предстали перед публикой и жюри в совершенно одинаковых белых платьях. Я Аня Лугинова, мне 18 лет, студентка 2-го курса факультета иностранных языков филиала ЯГУ в городе Покровске. Изучаю японский и английский языки. Конбанва, хаджимашта, Аня дес, дозаирочку анагайшимас. Минатым Настя Афанасьева, сағым 16. Жакускай корат Хүрбалтан өмірдағы сколатығар 11 класска үйерінемін. Болғымтағы дейін бағыбаларын. Меня зовут Гуляева Аня. Мне 17 лет. Я являюсь студенткой 1-го курса экономического факультета Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Меня зовут Иванова Елена, мне 16 лет. Я учусь в Хандыгской средней школе номер 2 в 11 классе. Представляю Тампонский улус, поселок Хандыга. Меня зовут Антонова Татьяна, мне 18 лет. Учусь в Якутском педагогическом институте на 2-м курсе дошкольного отделения. Я Валя Александрова, мне 16 лет. Я учусь в Качкасской средней школе в 11 классе. Я представляю Хангаласский улус. Меня зовут Люба Парникова, мне 22 года. Я будущий экономист-международник, учусь на 5-м курсе финансово-экономического института. Изучаю английский, испанский и японский языки. Занимаюсь в ансамбле РЛ. Минатым Надя Винокурова, 16 састақпын, бүлі ұлығын балаға чытыттан сылжабын, маста орта сколатын 11 клағығар өрнебін. Минатым Зина Мальцева, сағым 16. Бүлі көрат басты күн өмірдәқ чірәй апатының сколаға 11 класска үйерінебін. Меня зовут Антонова Аня. Мне 16 лет. Я студентка Якутского государственного университета, факультета иностранных языков, французского отделения. Представляю театр Мотаэко. Меня зовут Рада Решетникова, мне 15 лет. Учусь в 10 классе в Покровской средней школе номер 2. Представляю Хангаласский улус. Меня зовут Борисова Наталья. Учусь на Якутском педагогическом колледже номер 1 на отделении коррекционной педагогики и представляю агентство «Модель Студио». Эгеннигитигер Блютеа предпринимательская школа, онна Саха государственный университет, юридическая факультетная студентка Марфа Каратаева. Я представляю Вилюйский улус и театр Мотуяра. Я Александра Герасимова, представляю Намский улус. Мне 18 лет, я люблю творить и создавать, так как моя будущая профессия – преподаватель технологии и дизайна. Меня зовут Готовцева Екатерина, мне 19 лет. Я студентка 2-го курса Якутского государственного университета имени Максима Кировича Амосова. Изучаю английский и испанский языки. Представляю Якутский государственный университет, факультет иностранных языков. Желаю вам приятно провести этот вечер.
Волнуетесь? Нет. Мы уже переволновались в Нанцах и в Покровске на мисс национальный костюм и на мисс спорт. Не знаю, как остальные девочки, но как-то мне не очень волнительно уже сегодня. То есть вы чувствуете себя наиболее подготовленными, да? Да, кстати, вот то, что проводили сперва мисс национальный костюм в Нанцах, а затем Покровский мисс спорт, мне кажется, это очень даже помогло нам. Мы уже привыкли к сцене, привыкли быстро-быстро переодеваться. А к зрителям? И к зрителям тоже привыкли. Ну, хотя тут зрителей будет больше, естественно. Ну, ничего страшного, справимся. А скажите, пожалуйста, Катя, для вас обязательно ли выиграть корону победительницы или же важно самоучастие? Ну, вообще... Победить, конечно, было бы лучше, но даже если я не выиграю в этом конкурсе, это не конец света, я не думаю, что это там что-то ужасное со мной случится. Это нормально будет, если я не выиграю. Что вас побудило участвовать в этом конкурсе? Меня направила моя руководительница Ольга Михайловна. Я представляю модель студии. Ну, проверить свои силы. Интересно? Да, очень интересно. От наступающего года что ждете? Что-нибудь хорошее, лучшее, светлое. Артистизм, желание работать – это не пустые слова. Что скрывать? В глубине души многие из конкурсанток мечтали о солидных контрактах. Немного сумасшедшей, но такой интересной жизни манекенщицы, понимая при этом, какой это тяжкий труд. Каким был год уходящий для вас? Год уходящий, но в своей степени трудно, потому что, ну, как сказать, я уехала от родителей, да? Я давно уехала от родителей, но в этом году мне как-то было труднее. И учиться, отдельно жить, работать, вместе с тем, как учиться еще. Поэтому было труднее. А что побудило участвовать в этом конкурсе? В этом конкурсе, мне предложили, так как я участвовала на конкурсе «Мисс Хангот» и заняла 3-е место, мне предложили, я решила попробовать свои силы. Вообще интересно участвовать в конкурсах? Да, очень интересно. Все сегодня закончится, и мне, наверное, это будет очень не хватать всего этого. Этот бешеный ритм, как с утра до вечера, вечером ползком домой. Но это интересно. Мы многому научились. На сцене вы чувствуете себя соперницами? Нет, не чувствую. Наоборот, друг другу помогаем взглядом, улыбкой. Но вы, наверное, для себя выбрали кого-нибудь, самую красивую, на ваш взгляд, девушку.
сказать, что ли? Но пусть это будет секретом для всех сюрпризом, я думаю. Красота – это прежде всего энергия. А красивые девушки в красивых шубах, сами понимаете, энергия, что называется, удвоенная. Зрители, затаив дыхание, наблюдали за девушками в красивых и роскошных шубах. Пожалуй, для зрителей самым долгожданным стал выход конкурсанток в купальниках. Одетые в одинаковые купальники Рибок, девушки зашагали красивыми ножками навстречу зрителям, славе и победе.
dansez, mademoiselle? Sacré français. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Sacré français. Je suis pas cette fois-ci. Sacré français. Sacré français. Vous dansez, mademoiselle? Je ne suis pas cette fois-ci. Sacré français. Sacré français. Vous dansez, mademoiselle? Тугунан жарыктынаны? Художественную школу хожжабын. Быйыл буланы диплом алабын. Былырын свидетельство потом без класс көрнөмүн. Онна свободное время бар булана спортивный занимаюсь, баскетбол, волейбол, обожаю его. Для вас важна победа или же важно участие в этом конкурсе? Важно, конечно, участие, но я не знаю. На победу я, как сказать, надеюсь, я не знаю. А зрители чувствуете? Вот какие зрители сидят? Зрители очень хорошие, меня очень поддерживают мои друзья. Ваше новогоднее поздравление. Я желаю всем, чтобы всегда были уверены в себе, чтобы любили и были любимы. Девушки из тура в тур выглядели все более уверенно. Во многом это произошло благодаря организаторам шоу, сумевшим предоставить участницам опытных педагогов по актерскому мастерству, хореографов и психологов.
какой тур был для вас? Тур будет, наверное, деловой. Почему? Ну, я не знаю, там, нас спрашивают просто, но девчонки все волнуются, потому что они думают, что не найдем подходящий ответ. Но меня и так же. А примерно какие вопросы будут, вы знаете? Мы даже не знаем, какие. Ну, какие будут, мы постараемся все ответить, как есть. Да. Я всем своим девушкам желаю удачи, успехов. И всех-всех поздравляю с наступающим Новым годом. Считаете себя красивой? Ну, я думаю, что каждая девушка считает себя красивой. Ну, сильно я себя красивой не считаю, симпатичная. Насколько волнуетесь? А вдруг зададут каверзный вопрос? Ну, все, я не знаю, я, конечно, волнуюсь, но, в принципе, надеюсь, что отвечу на вопросы. И думаю, вопросы будут не такие сложные. Все-таки конкурс. А публика дружелюбная? Ну, насколько мне показалось, даже очень. Для того, чтобы стать моделью, недостаточно быть обладательницей невероятно длинных ног, хотя и это немаловажно. Необходимо быть личностью. Это есть та самая изюминка, которая выделяет одну девушку из окружения ее сверстниц. В ходе конкурса ведущие также задавали вопросы конкурсанткам. Некоторые из участниц настолько растерялись, что не смогли ответить даже на простые вопросы. Мы же предлагаем вашему вниманию ответы, которые показались нам наиболее достойными. Если бы вы стали женщиной-президентом, то что бы вы сделали в первую очередь? В первую очередь я бы сформировала правительство из профессионалов. Скажи, пожалуйста, у тебя есть любимый человек? Нет. Вот представим, давай помечтаем. Вот у тебя есть любимый человек. Представляешь, да? Да. Каким он должен быть? Какими качествами он должен обладать? Он должен обладать, во-первых, это верность должна быть, великодушие, доброта, мужественность, храбрость. Почему вы решили участвовать в этом конкурсе? Проверить свои способности, раскрыть таланты, подарить новым моим знакомым, зрителям приятного вечера и, конечно же, для своего будущего. Ваше отношение к физкультуре и спорту? Отношения у него со спортом самые положительные. Я занимаюсь плаванием и волейболом. Мой папа, он спортсмен, и поэтому с детства прививал нам всей семье любовь к спорту. Поэтому выросли с помощью спорта, можно сказать. Опиши себя в 3 прилагательных. Ну, я думаю, что я веселая, добрая и понимающая людей. Это же заслуживает действительно оваций. Как вы ощущаете себя в этом платье? Прекрасно.
А образ вы сами придумали или вам помогли? Это платье Августины. А это новая модель. Называется «Незнакомка». Последний тур конкурса – выход девушек в вечерних платьях. Можно только догадываться, насколько трудно было выбрать жюри самую достойную кандидатку на корону красоты. And watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai, I pray we'll find your light nel cuore stellato, and hold it in our hearts. Ricordarci che When stars go out each night, eterna stella sei. Se conosci già l'amore che vuole lei, tu saprai che dovrai
piegherà finché vivrà a lei. Ti prenderà il cuore, ti vincerà, lei sarà la tua strada che non puoi lasciare mai. A lei ti legherai finché vivrai. A lei Non c'è niente come lei e non c'è niente da capire. è tutta lì la sua grandezza, in quella leggerezza che solo lei ti dà. Sarà Ti aspetterò. И, наконец, настал самый любопытный для зрителей и волнительный для конкурсанток момент – церемония награждения. Разрешите огласить имя мисс интеллекта, так как мы были здесь жюри единогласные. Татьяна Заболоцкая, самая интеллектуальная мисс Якутии. Здесь собрались цвет девушек очень классных, необычных. И свой голос, естественно, максимально я отдаю Афанасьевой Анастасии за ее возможности. Приз от фирмы «Альбион» и магазина «Бенетон». Добрый вечер. Мисс Дружба, Парникова Любовь. Приз зрительских симпатий Гуляева Анна. Хочу напомнить, что обладательница этого титула войдет сейчас официально в тройку самых красивых девушек нашей республики. Итак, Каратаева Марфа. Концерна «Сахабулт» вручает директор Никифор Николаевич Петров. Вице-мисс 2. Марфа Каратаева, вторая вице-мисс конкурса «Мисс Якутия 2001». Звание первая вице-мисс 2001 получает Антонова Анна.
туристическая фирма дарит Ане музыкальный центр. Антонова Анна, первая вице-мисс Якутия 2001. Мисс Якутия 2001, Готовцева Екатерина. Передает корону новой королеве красоты. Приз от предпринимателей ярмарки Монетах и салон-магазина «Амазонка». Екатерина Готовцева, мисс Якутия 2001. В завершении мы поздравляем всех наших телезрителей с наступающим Новым годом. Будьте счастливы, надейтесь на лучшее и думайте только о хорошем.